естественно, за эти годы накопилось у нас более 130 произведений, которые мы играли. И вот мы захотели, хотя состав постоянно обновляется, это у нас уже сейчас третье, четвертое поколение за эти годы, которые вливаются в ансамбль. И, как и я всегда говорю, не ослабляется уровень нашей игры, а повышается, что подтверждаются наши многочисленные гастроли по всем странам и по России. Вот. И вот мы решили, почти все эти наши произведения вложить в эти 6 абонементных концертов. У нас обычно 21-22 произведения в каждом концерте, умножьте на 6, это как раз будет весь наш репертуар, который мы осваивали за все эти годы. Какой репертуар? Вы прекрасно знаете, большинство нас знает вот с таких лет, которые, когда 6-летние, 7-летние детишки вышли, мы их растили с Ларисой Иннокентьевной Дябышевой. Как вы знаете, у нас высшая школа музыки, это, как мы говорим, 3 в 1. Начальное, среднее и высшее звено. И вот, чтобы получить высшее образование, надо проучиться 16 лет. Кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает, кто-то продолжает учебу в других высших заведениях, как за рубежом, так и в Москве и в Питере. Но большинство прошли через наш ансамбль, уже больше 40 человек прошло через наш ансамбль. Сегодня, в данный момент, сегодня вы увидите ансамбль, состоящий из 12 человек. И программка у вас есть? Постоянным нашим любителям это видно и ясно, да? Вы сегодня увидели несколько новых лиц. Я потом в течение концерта познакомлю вас. И вы знаете, мы, честно говоря, очень довольны, что наша молодая поросль, пройдя наш младший ансамбль, который называется ансамбль будущего, вливается уже в наш профессиональный мир.
нашей высшей школы музыки прошлого года Ефросинья Ефимова. Не прошло еще 8 месяцев, как она стала призером престижнейшего международного конкурса скрипачей имени Ауэра. Ауэр – это родоначальник российской скрипичной школы начала 20 века, который проходил в Санкт-Петербурге. И она будет солировать сегодня. 2 части она будет солировать.
ансамбля. Вот у нас Алина Ефремова, она первый раз в полномасштабном концерте играет все произведения. Там вот Ксения Михайлова, Ксюша Михайлова. Она тоже, но она еще пока ходит, она еще не полностью наш репертуар, но до следующих концертов, мы надеемся, она освоит наш весь репертуар. Юная совсем тоже первый раз играет в полномасштабном нашем концерте. Айсулу Туркибаева. Знаете, я скажу, у нас школа особенная, у нас специальная музыкальная школа. Таких в России, в Москве, Санкт-Петербурге, и в какой-то степени в Новосибирске, потому что там учатся, в школе учатся, потом поступают в училище, потом в консерваторию, а у нас все непрерывно 3 ступени образования. И как они могут такой обширный репертуар, это же тяжело детям, потому что учебная программа подсказывает, что надо учить, за полугодие, несколько этюдов, этюда 3-4, пьес несколько, одну часть концерта, или вторую, или первую, или вторую, третью, гаммы там, несколько гамм пройти, а здесь же, и 20, и 40, и 60, и 80 произведений. Как это с детьми? Это же тяжело. Это противоестественно. Вы знаете, еще когда школа у нас открывалась, приезжали профессора московские, очень известный виолончелист мирового уровня Талалай из Академии Гнесина. Мы тоже интересовались, нам было это тоже интересно, как в Москве, ЦМШ, Центральная музыкальная школа. Он говорил, вы знаете, при определенной мере таланта, мы, как дети, как и мы тоже можем быть или гениальные, или талантливые, или способные. 15-16 лет обучения можно пройти за 6 лет. И если ребенку он талантливый, это дается очень легко. Понимаете, если вы... у нас очень строгий отбор в школе. Если бы это было средний уровень образования, как в простых музыкальных школах, да, это действительно было бы очень тяжело и ребенку, и педагогу, и это нереально бы было. Но если это дается, понимаете, почему Айсулу играет в нашем ансамбле? Мы пробовали, в Корее она с нами ездила, да, несколько произведений она играла, выходила. Но если ребенок может произведение выучить за 3 дня, не надо ему 2-3 месяца, и она с этим справляется, значит, ей это легко, вы видите, по ее поведению, энергетика, артистизм, раскованность, свобода – это главные показатели каждого нашего ученика, студента. А сейчас мы все-таки закончим первое отделение. Это румынский композитор Джордж Энеску, «Румынская рапсодия».
Анечка или Xiaomen. Инна, Сандара, Дарья, Анастасия, Ефросинья, Елена, Айсуру, Алина, Юлия. Я должен сказать, что это характерное тоже подтверждение, то, что я говорил ранее. Приезжали, ездили по всей России представители Юрия Башмета, знаете, да? Юрий Башмет. Он создавал новый оркестр, российский молодежный оркестр. Ну и прослушал, мы наш ансамбль не выставляли, но чтобы только... потому что нам не надо, чтобы он забирал у нас своя программа. Ну, выставили Дашу Шахрудину, и сразу ее раз туда, и она уже 3 раза с башметовским оркестром, и всю Азию объездила, и Сингапур, там где еще, Индию еще. И 28 августа она улетела, но не можем ее не отпустить, правда? Прилетела вчера. 20 дней отсутствовала. И вот она после 20 лет, а мы усиленно репетировали, да, чтобы концертную программу с каждым днем, чтобы все лучше, лучше. Ну и вот она сразу с одной репетиции все вспомнила и вошла, вот сегодня целую программу играет. Это ли не талант, правда? А сейчас мы хотим преподнести подарок нашим японским.